полностью идею, что мы могли бы в каждый раз в наших встречах выделять 5, 10, 15 минут для обмена идеями. У кого-то, может, есть какие-то интересные такие вот наработки типа конструкторов, игры, сайты, может быть, книги какие-то кто-то открыл для себя новые, необычные, другие источники информации. И вот сегодня у нас будет гость в конце нашей беседы. Она сегодня будет не очень продолжительная, не более часа. И у нас есть гость, который также презентует один из трудов, который создан его собственными руками. Ну, к этому мы еще вернемся. Итак, сегодня у нас разговор о притчах Христовых. Все, кто читает Евангелие, знают, что там очень много притч. Всего их более 30. А если некоторые маленькие рассказы тоже относить к притчам, то получается, что даже до 40 насчитывают притчи. Притча – это короткий рассказ, поучительный, назидательный, на нейтральных образах, который раскрывает те или иные нравственные, духовные вопросы. В то время, когда Господь учил людей жить, когда Он ходил по земле, притчи были очень популярны. Вообще в мире они так были популярны. Сейчас они, конечно, как жанр уже не столь известны, а тогда, и в том числе в еврейском народе, они были чрезвычайно ходовыми. Почему Господь говорил притчами? Почему вообще люди пользуются притчами? Ну, во-первых, это наглядность и доходчивость. То, что ты видишь, легче понять. Дело в том, что вообще духовные сущности, духовные понятия, духовные явления, они ведь сами по себе неизобразимы. Их и можно понять только лишь по аналогии. Даже само слово «духовность», «дух» – это ведь уже аналогия, это уже символ, потому что дух – это дыхание. То, что действует, но то, что мы не видим глазами. Также и духовные вещи. Мы их не видим глазами, но они, безусловно, действуют. Поэтому мы называем их духовными. И человек так устроен, что ему по аналогии всегда легче воспринимать. Когда ты приводишь какой-то пример, вот из примера человеку легче понять, нежели то, что рассказывается прямым текстом. Поэтому Господь и пользуется образами, которые перед глазами. Вот люди ловят рыбу, Он рассказывает притчу, которая использует этот образ. Людям это понятно. Сегодня мы, конечно, рыбу редко уже ловим, тем более сетями, поэтому такие притчи, наверное, были бы не очень уместны. А тогда они были совершенно понятны. Сеятель. Сегодня у нас нет сеятелей. И если и сеют, то с помощью машин, тракторов. А тогда было понятно, вот идет человек и сеет. И разный результат. Одно зерно упало туда, другое зерно упало туда. И Господь, используя этот образ, Он тут же объясняет духовные явления. Вот слово сеется и дает разные плоды. Вот одно упало на дорогу, другое упало в тернии, третье упало на каменистые места, поэтому и плоды разные. А третье принесло плод на 30, на 60, на 100. А потом уже объясняет смысл этой притчи. Женщина, которая месит тесто, вот она муку замешивает, тесто вскисает, увеличивается в объеме, становится живым, бродит. Пожалуйста, это притча о Царстве Небесном. Это деревья, например, притча о горчичном семени, притча о птицах небесных, которые укрываются в ветвях дерева. Это пир, образ для очень многих притч, пир, потому что понятно, что они кушали каждый день где-то, или в своей общине, или приглашались кому-то в гости, обедали. И вот эта наглядность через образ пира Господь учит. Вот Он приглашен на пир, Он смотрит, как люди, придя на этот обед, занимают места, стремятся занять первые места. Они стремятся не упустить своего. Он тут же говорит притчу о званых на пир. То есть, когда тебя зовут, не садись на первое место, да, займи лучше последнее место, тогда тебя позовут. А вот когда тебя позовут с последнего на первое, тогда тебе будет честь. А если ты займешь, наоборот, первое, а тебе потом скажут пересядь пониже, значит, будешь унижен. Всякий, вознесящий себя, будет смирен. Или, например, притча о званых на брачный пир, как люди отказываются. Вот кто-то пришел, наверное, проверяет, говорит, а вот того позвали, а люди не пришли. И Господь тоже и показывает, что да, в Царстве Небесном то же самое происходит. Людей зовут, люди не приходят. Вот наглядный пример. Или, например, о пире есть еще одна притча. Это
Я о ней сейчас и рассказал. Это притча о званых на брачный прием. Есть еще одна, сейчас всплывет в памяти, мы вспомним про нее. Виноградники. Они ведь беседуют, ходят по дорогам, рядом растут виноградники. Иногда у этих виноградников, видимо, подрезают веточки сухие, складывают их в костры, сжигают их. И тут же этот костер, эти сухие ветки, они становятся образом о том, что если вы не будете на мне, как лоза, не будете питаться от меня, то, значит, превратитесь в такую сухую ветку, которую отрезают, и она сгорает. Смоковница, наблюдая смоковницу, наблюдая, как она приносит плоды, Господь рассказывает притчу, например, о бесплодной смоковнице, которая плодов не приносит, и что надо делать с ней. Монеты. Подходят сборщики податей, просят заплатить налоги. Господь использует образ монеты, как, например, в притче о женщине, которая потеряла монету, и потом ее нашла и созвала всех, чтобы порадоваться с ней. Вот это наглядность и доходчивость. С этим связано еще одно свойство – это запоминаемость. То, что имеет наглядность, то и запоминается. Любые философские рассуждения, слова, они очень легко выветриваются из головы. А то, что ты увидел или хотя бы представил, то легко и запомнить. Не так ли? Поэтому люди, услышав этот рассказ, поняв его, они унесут его с собой в сердце. Доступность разным слушателям. Ведь проповедь Господня была обращена ко всем людям. Среди этих слушателей были люди очень простые, которые по научным меркам не имели такого образования, как сейчас имеют, допустим, даже дети в 4-5 классе. Многие не умели, по-видимому, читать, писать. Господь обращался к ним. Наряду с ними были люди, которые наизусть знали Священное Писание Ветхого Завета. Наизусть, буквально вот в память, зубрили его. Представляете, Библию знали наизусть. Они досконально знали все законы, все правила, все обычаи. Господь обращался к ним. И из этой простой истории каждый вынесет для себя что-то полезное. Кто-то поймет самый простой нравственный смысл, кто-то вдумается глубже, кто-то поймет, например, эсхатологический смысл, более глубокие духовные понятия. Это определенная сокровенность. Смысл, хоть в притче, безусловно, есть, но он сокрыт, он не лежит на поверхности. И тогда исполняются слова Господни: «Не мечите бисер перед сынем». То есть ведь бывает так, что человек не хочет слышать, он не хочет разговаривать о духовном. У него это вызывает отторжение, отвержение, раздражение. И поэтому ты рассказываешь притчу, она вроде бы как бы непосредственно не говорит о духовных вещах. И если человек об этом слышать не хочет, он и не раздражается. А тот, кто интересуется, он поймет. Такая обходительность, деликатность. Вместе с тем, как подчеркивает Феофилакт Болгарский, чтобы не осудить не имеющего. Потому что когда человеку сказали прямым текстом, что от него требуется, и он не исполнил, то ведь с него больше спросится. А если он не знал, ведь Господь говорит, что кому дано много, с того много и спросится. Кому дано мало, с того спросится меньше. Так вот, чтобы не осудить тех, кому мало дано, тех, кто не хочет, Господь поэтому облекает в такую сокровенную форму. Это несколько смыслов, несколько планов. То есть, вот, например, притча о богаче и Лазаре. Там есть непосредственный нравственный смысл о том, что надо быть милосердным, да, что надо со вниманием относиться к нищим. Там есть маленький эсхатологический смысл, личный эсхатологический смысл. Каждый человек умрет, каждый человек придет на суд, каждый человек обретет или блаженство, или мучение вечной жизни. Есть эсхатологический смысл общий. Вот некоторые толкователи указывают на том, что Лазарь, богач, это на самом деле образы даже не людей, это образы народов, целые народы. Вот народ богоизбранный, народ иудейский, это образ богача в данной притче. А Лазарь, который питается крошками, у которого нет такой благодати Божией, нет закона, нет откровения Божьего, он питается лишь какими-то крупицами, он где-то краем уха слышал о том, что да, вот есть люди, чтущие единого Бога. И он на самом деле, безропотно перенося вот это, он становится наследником Небесного Царства. Это побуждение, конечно, к размышлениям. Вот есть такой известный метод Сократа, так он называется в философии, или маевтика, когда человеку предлагается не готовое решение, а предлагается цепочка. Ты с этим согласен? Да. А с этим утверждением ты согласен, которое вытекает из этого? Да. А со следующим? И вот так по цепочке человек подводит к истине. Вот если бы ему сразу предложили этот тезис, он бы с ним не согласился.
А когда предлагали последовательно, говорят, ну ты же сам к этому пришел. Логично? Логично. Постепенно человек подходит. И здесь, наверное, раскрывается и самая, мы можем сказать, даже самая главная цель произнесения притч – это уважение к человеческой свободе. Уважение к человеческой свободе. Господь сам в одном месте дал объяснение, почему Он говорит притчами. Вот когда Он как раз рассказал притчу о сеятеле, кто имеет уши слышать, да слышит. Так Он закончил эту притчу. И приступив, это Евангелие от Матфея, 13 глава, ученики сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Продолжаем цитату, она такая пространная, это все объяснение, почему Господь говорит притчами. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вот комментарий вот этот, почему Господь говорит притчами, он длиннее, чем сама притча. Потом идет объяснение, он сам объясняет. Кстати, один из способов истолкования, это сам Господь объясняет. Так вот, Господь говорит притчами, чтобы получили ищущие. Вот когда человек хочет, когда человек ищет, он получит, он возьмет. Он придет и спросит, вот как ученики. Им же было интересно, они наедине подошли к нему и спросили, а что значит эта притча? Он им объяснил. А другие люди, видимо, мы можем догадаться, они послушали и они почувствовали, что здесь что-то серьезное, что здесь какой-то вызов для твоей души, что здесь призыв к какой-то другой жизни. И знаете, испугались. Испугались. И они не спросили. И для них закрыто. Они видят, глазами видят, но не видят. То есть сердечными глазами не видят. Они услышат ушами, но ушами души слышать не желают. Так часто происходит вот в повседневной жизни. Завязывается разговор где-то с коллегами, с родственниками, иногда приезжаешь там, в другой город, к родным, с которыми видишься нечасто, там, или в поезде, например, с попутчиками беседуешь. Поверхностные разговоры, там, футбол, политика, правительство, грязь за окном, еще что-то подобное. А потом, естественно, не хочется говорить об этих всех суетных вещах, и думаешь, дай-ка я вот попробую перевести в какую-нибудь духовную плоскость. Ну, что-нибудь такое скажу для примера. И сразу все понятно. Ты выдвигаешь этот тезис. Бывает так. Человек оживился, что-то так сказал, какое-то свое отношение к Богу, к церкви обозначил и перевел разговор на другую тему. Он показал этим, ему больше не хочется. Достаточно. Можно еще даже для пробы еще что-нибудь сказать, результат будет такой же. Уже даже будет раздражение, а потом скажешь, ладно, я пошел чай пить. Вот. Бывает сразу отпор, то есть категорически. А бывает, когда из маленького слова, вы знаете, вырастает глубокий разговор на несколько часов. Складывается дружба. Как-то раз вот ехали в поезде, и вот в купе женщина сидит, и обращается к своим соседям, и говорит, да, я вот сегодня была весь день в Санкт-Петербурге, успела сходить даже в часовню, к Ксении Блаженной. Это она так как бы заводит разговор о вопросах духовных. Вот. Они говорят, да, ну ладно, ну хорошо. Ну и все, и дальше о своем. То есть им это совершенно неинтересно. Я вижу, что она здесь скучает. Она говорит, а есть у вас что-нибудь почитать? Они говорят, ну вот кроссворды есть, сканворды возьмите. Она посмотрела, полистала, понятно, что это ей неинтересно. Вот. А у меня было с собой несколько экземпляров газеты «Вера», вот нашей, христианской православной газеты «Север России». И я ей предложил эти газеты почитать. И благодаря этой газете она нашла свою воспитанницу. Она читает и говорит, а вот Елена Григорян, вы ее знаете? Я говорю, ну, в Сыктывкаре она живет, да. Она говорит, а это же моя воспитанница по детскому саду.
Когда она была маленькая, она жила в нашем городе. Вы можете ей привет от меня передать, телефон мой написать? Я говорю, ну да, конечно. Так вот, сейчас исполнилось уже в этом году, почти, вот лет 7, как у нас продолжаются отношения. То есть мы общаемся, переписываемся, они связались с Еленой, они съездили друг к другу в гости, они возобновили отношения. То есть духовная жизнь, она вот посреди нас. Но если мы ей интересуемся, она нам открывается. Если мы не интересуемся, она для нас закрыта. И вот это вот самое главное, почему Господь в такой вот форме говорил. Чтобы получил тот, кто ищет. Чтобы тот, кто имеет, ему было дано и приумножилось. А тот, кто не имеет, чтобы у него было отнято и то, что он думает иметь. Еще один аспект свободы, которую Господь ценит и которую у нас не отнимает. Симон Фарисей. Помните, Господь приходит к нему домой, и он говорит, и Иисус к нему пришел домой, и Симон думает про женщину, которая была блудницей, которая пришла, умывает ноги его слезами, оттирает волосами и приносит вот эту мир. Симон думает, вот если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается. Вот Господь, естественно, его мысли видит насквозь. Что ему надо сделать? Вот он бы мог просто сказать, Симон, я знаю, какая женщина ко мне прикасается, и я ее не осуждаю, потому что она кается. Но Симону было бы это непонятно. Он бы не испытал бы враждебность. Поэтому Господь сначала задает ему вопрос, а потом уже, когда Симон сам на этот вопрос отвечает, Господь этот вопрос прикладывает к этой ситуации. Он говорит, Симон, вот у одного царя было 2 должника. Один должен быть 50 динариев, другой 500. Ну, у обоих отдать нечем. Царь простил обоих. Кто больше его полюбит? Симон говорит, понятно, что тот, кому больше 500. И вот, когда он уже сам ответил, теперь Господь вот эту притчу, образ денег, он уже перекладывает на духовную сторону. Деньги, понятно же, это аналогия. Это аналогия, мы говорим, оставим нам долги наши. Оставим нам долги наши. Наши грехи – это наши долги. Это наше несовершенство, это то, что мы не можем отдать. И отдать никому нечем. Потому что у человека нет никаких добродетелей, которыми он мог бы искупить свои грехи. Отдать нечем всем. Поэтому Господь прощает всем. И кто должен 50, и кто должен 500. Он говорит, вот смотри, я пришел, ты мне целование не дал. Так было принято, такое братское целование, приветствие. Она целует мне ноги. Ты маслом не помазал моей головы, как было принято гостям. Она слезами умывает мне ноги и волосами своими оттирает. Вот как ты думаешь, кому больше прощается, тот больше любит. То есть она и любит больше. Ей больше прощается, она любит больше. Ты праведный, тебе меньше прощается. И ты любишь на самом деле меньше, чем любит она. Так Господь переворачивает эту ситуацию. Вспомню, как пророк Нафан пришел к Давиду обличить его. Помните, когда Давид согрешил, когда вот он ради женщины послал человека на смерть, к нему пришел пророк и говорит, вот была у одного бедняка одна овечка, которую он любил больше всего. И тот, чтобы эту овечку забрать, богатый человек, взял и убил его, и забрал овечку. Вот что с ним надо сделать, вот скажи. Давид говорит, его надо смерти предать. И тогда, когда вот он сам уже произнес приговор, Нафан говорит, это же ты. Вот у человека была жена, которую он любил. Ты отобрал жену, человека послал на смерть. А ты уже сам сказал, что с тобой надо сделать. Ты уже сам себе озвучил приговор. Теперь осталось только расставить все вещи по своим местам. Блаженный Феофилакт опять. Чтобы сделать слушателей более внимательными и побудить их к исследованию, так как на ясные речи не обращаем внимания. То есть Господь хочет, чтобы мы сами. Вот если Он нам все разжевал, все объяснил, все до ниточки уже разложил, тогда, какая нам награда? Ведь мы должны трудиться умом, душой, мы должны вникать, мы должны расти духовно. Вот открываешь Евангелие, вот если в первый раз его в жизни открыл, 90% того, что здесь написано, непонятно.
Непонятно вообще, о чем речь идет. Зачем вот это родословное вначале? Почему Евангелие начинается с таких слов? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Да и вообще мужчины же не рожают детей. С чем это связано? И зачем вот этот длинный список, какое он имеет значение? Или вот эти притчи читаешь, тоже ведь много непонятно. Какие-то заповеди, они кажутся совершенно немыслимыми, далекими от жизни. Но потом, когда ты в опыте жизни, когда ты пытаешься хоть что-то исполнять, хотя бы самое простое, тебе постепенно начинает открываться. Ты прочитал раз, прочитал два, Евангелие начинает тебе открываться. И это и есть твое отношение с Богом, это и есть твоя заслуга, это и есть твое движение, и это и есть твоя награда, твое открытие, твое собственное Евангелие. Вот каждый из нас пишет в жизни свое Евангелие. Евангелие – это благая весть. Когда куда-то приходишь, самый большой вопрос, который всех интересует, а как вы стали священником? Потому что это твоя тайна отношений с Богом. Люди говорят, ну это же интересно, как вот вы решились оставить все вот остальное? Это спрашивают всех священников, конечно, не только меня, всех. Или, монахов тоже. Что вы такое в жизни увидели, обнаружили, что вы такое вот в религии, так сказать, нашли, что вы решились всю жизнь посвятить на служение Богу? И, знаете, и начинаешь, когда об этом рассказывать, полная тишина, потому что интересно узнать. Это же тайна, это твоя тайна. Как ты так полюбил Бога, что решился ради Него жить? И каждый из нас, вот он такое свое Евангелие пишет. И у каждого верующего человека можно спросить, не только священнослужителя, как ты так Бога-то нашел? Где ты вот на перекрестках вот нашего мира, на перекрестках дорог, где ты с Ним повстречался, что ты Его полюбил, что ты ради Него постишься, ради Него ты молишься? Вот все люди спят по воскресеньям, отсыпаются до 12 часов дня, а ты уже в 7 утра в храм идешь. Зачем? Там тесно, там душно, там ничего не дают такого, что можно руками потрогать, в карман положить. Что ты там такое нашел? И мы пишем эту историю. Потом мы будем рассказывать. Вот мы копим, пишем ее. А потом на страшном суде мы соберемся и мы будем вот так вот неспешно, бесконечно, у нас будет очень много времени, мы будем просто рассказывать друг другу свое личное Евангелие, свою историю отношений с Богом. Еще один аспект, почему Господь говорит притчами, это эмоциональное воздействие, эмоциональное. Потому что просто слово, просто информация, она воздействует на ум. А в человеке есть не только ум, в человеке есть еще и сердце. И вот чтобы соединить, у нас, кстати, ум и сердце, они находятся в разладе. Сердце живет своей жизнью, ум живет своей, до известной степени. И один из аспектов духовного делания – это приведение в согласие ума и сердца. Ум, на самом деле, должен управлять сердцем. То есть он должен ему показывать направление, а сердце уже его, так сказать, питает, потом уже двигает человека. Но ум показывает, куда оно должно двигаться. Поэтому ум питает сердце догматами. Или, если правильно поставить ударение, догматами. «Уста мои возглаголют премудрость и поучение сердца моего разума». Так мы произносим, читаем про Кимен, да? Память святителей. Святитель – это как раз тот, кто проповедовал, тот, кто открыл тайны богословия, дает пищу для ума, чтобы эта пища для ума потом управляла сердцем. Мы говорим, что мир сотворен Богом. Это достояние ума. Мы знаем, что мир сотворен Богом. И вот эта мысль, она потом перекладывается в сердце. Значит, Бог всемогущ. Да? А раз Бог всемогущ, значит, надо возлюбить Его действительно всеми силами. Мы говорим, что человек – это образ Божий. Это догмат, это пункт, это тезис веры. Но если я образ Божий, значит, я должен ему соответствовать, значит, я должен раскрывать себе этот образ, значит, я должен стремиться очищать этот образ. Пожалуйста, пища для сердца. Мы говорим, что Бог есть любовь. Значит, а раз я образ Божий, значит, я тоже должен быть в любви. Значит, мое сердце должно постоянно пылать любовью. А почему же оно пребывает в унынии, в тоске, в обиде, в зависти, в черствости? Значит, что-то не так во мне. Значит, я должен поработать над собой. Вот так, пожалуйста, ум и сердце, они должны прийти в согласие. Так вот, а в притчах есть пища и для того, и для другого. И подумать есть над чем. И для сердца есть какое-то умиление. Например, притча о блудном сыне. Скольких людей она умиляла, сколько картин написано и у нас в России, и в зарубежных странах. Это же такой момент, это слезы льются. Если бы просто сердце наше окамененное, поэтому очень часто они не льются. А на самом деле, сын, который ушел из дома, от которого ни вестей, много лет уже ничего нет, который взял отцовское наследство, богатство, который пропил его, промотал, прогулял с женщинами.
И он возвращается домой. То есть он дошел до какой-то низшей точки, и он не погиб до конца. Он не наложил на себя руки. Он идет к родному отцу. А отец его встречает. Отец все эти дни стоял и смотрел, когда же он идет. Но если сердце не окамененное, тут на самом деле надо плакать в этом. И плачут, если когда вот действительно сердце размягчается. Потому что это умиление, сердце умиляется. И вот притча, она действует и на ум, и на сердце. И приводит их в гармонию. Поэтому и образы там, есть образность в притчах, да, обязательно такие яркие образы, глубокие образы. Поэтизм определенный. Русский язык это так не передает, а в греческом, наверное, там есть игра слов, иногда игра слов, то есть слова какие-то созвучные, игра смыслов. Разные изобразительные средства, это может быть метафора, это может быть контраст. Богатство отца, свиное корыто. А потом после свиного корыта перстень, который тебе дает отец, власть над отцовским имением. Если ты вначале обладал частью отцовского имения, и ты его потратил, докатился до свиного корыта, а потом возвращаешься назад, тебя отец уже не просто эту часть, даже не просто тебя прощает, и даже не берет тебя в число наемников, и даже не просто говорит, 100 тысяч взял, теперь попытка номер 2, опять тебе 100 тысяч. Он дает тебе перстень, печать, власть над всем имуществом. Он дает тебе больше, чем у тебя было в начале, несмотря на то, что ты изначальный капитал пропил. Контраст. Неожиданная концовка. Притча о мытаре и фарисее. Один праведный молится, второй неправедный молится. Концовка в том, что неправедный оправдан более, чем праведный. Или притча, одна из самых сложных, непонятных, притча о неверном домоправителе. Похвалил его хозяин дома. Похвалил того, кто промотал его имение. Тот, кто был коррупционером, вором, его хозяин дома хвалит. Неожиданная концовка. Есть ирония в некоторых притчах, такая тонкая ирония. Есть даже где-то гнев. То есть различные эмоции там присутствуют. Еще один момент – это то, что премудрость разлита вокруг нас. Вот когда Господь, если бы Он был здесь, наверное, Он бы рассказал притчу какую-то с использованием техники, проектора, микрофона. Он вполне бы смог бы, я думаю, эти образы тоже включить. О чем это говорит? Это говорит о том, что мир весь создан Богом. И любое творение рук человеческих, хоть это корзина для зерна, которую использует сеятель, хоть это ноутбук, хоть это флешка, они все несут на себе отпечаток премудрости, которой Господь наделил человека. Значит, их можно использовать для того, чтобы эту премудрость нам показать. Просто нам надо быть внимательными. Цветочек растет, он тоже показывает премудрость, красоту, хотя Господь дал ему такую жизнь. И поэтому это притчи вечные. Прошло уже 2000 лет, мир поменялся, уже никто не сеет руками, уже мало кто заквашивает тесто руками, уже мало кто ловит рыбу сетями. А мы читаем эти притчи, мы вдумываемся в них, потому что они раскрывают не временные социально-экономические обстоятельства, они открывают суть человека, а суть человека не меняется. Хоть он использует атомную энергию, хоть он в космос летает, хоть он с помощью телефона может за секунду позвонить на другой конец света, суть-то души человека не меняется. Грех, послушание, добро, зло, любовь, спасение, вера – одни и те же явления. Поэтому и притчи-то вдохновляют людей, и вдохновляли людей 500 лет назад на живописные картины, вдохновляют людей на снятие фильмов, вдохновляют людей на проповеди. И сегодня сила мысли в отношении притчи, она ведь, мне кажется, не меньше, чем она была, например, 1000 лет назад. Также люди напряженно думают, что-то ухватывают, какую-то жар-птицу ловят за хвост вот этой мысли, да? Какие-то плоды духовные из нее выносят, что-то остается сокровенным, чувствуешь, что еще расти. Вот притча о мытаре и фарисее, мы сейчас о ней чуть подробнее поговорим. Ну уж сколько лет ты ее толкуешь и читаешь, и вчитываешься, и что-то понимаешь, но всегда чувствуешь, что все равно не дорос. Все равно ты не перестаешь быть фарисеем, все равно вот это вот фарисейское, оно в тебе есть всегда. Как в прошлом году один батюшка прислал такую смс-ку ироничную в неделю мытаря и фарисея. Говорит: как хорошо, что я не такой фарисей, как тот фарисей из этой притчи. То
То есть даже осуждая фарисея, мы уже становимся фарисеями. То есть, ну хорошо, мы же не фарисеи. Вот, пожалуйста, вот оно тут же фарисейство власть. То есть это бесконечное совершенствование человека. Все ли объяснять в притче или не все? Есть разные взгляды. Вот некоторые толкователи говорят, что надо объяснять все. Вот каждая деталь, каждое слово, каждый смысл, все имеет значение. Вот почему Господь говорит на 30, на 60, на 100. Вот не говорит просто много, а конкретные цифры приводит. Кто-то в этих цифрах видит какой-то смысл. Кто-то говорит, что не надо объяснять все, что детали не имеют значения, надо объяснять только самое главное. Советую не увлекаться тайным смыслом, потому что потом начинается уже такая каббалистика, то есть мистика, какие-то смыслы, которых там на самом деле нет, уже притягивают за уши. Поэтому надо действительно по своей мере. Вот чувствуешь, понимаешь, читаешь, отзывается в твоем сердце, все, это твой уровень. А так сильно в глубину не фантазировать. Если притчи сгруппировать, вот есть несколько подходов к их классификации. Вот можно выделить, например, одна из таких группировок – притча о Царстве Божьем, о сеятеле, о плевелах, о семени, о зерне горчичном, о закваске, о сокровище, скрытом на поле. Притча о милосердии Божьем, о покаянии, о заблудшей овце, о блудном сыне, о мытаре фарисее. Притча о добре и зле, вот, о злом должнике, который тряс своих должников, о милосердном самарянине, о неверном домоправителе, о безрассудном богаче, такого типа притчи, притча об ответственности и благодати, о злых виноградарях, о смоковнице, о званых на брак, о работниках и равной плате, о 10 девах, о рабах, ожидающих господина. Ну и разные притчи, которые можно к той или иной группе отнести или никакой. Это о драгоценной жемчужине, о неводе, о потерянной драхме, о добром пастыре, виноградной лозе. И краткие истории, которые можно тоже назвать притчами так, с некоторой натяжкой. Ну, например, о человеке благоразумном и доме на камне. Помните, Нагорная проповедь заканчивается этими словами о том, что человек благоразумный строит дом на камне, и этот дом не упадет. А неразумный строит на песке. Это что же притча такая коротенькая? О ветхой одежде и мехах, о сынах чертога мрачного, о двух слепцах, которые один ведет другого и оба упадут в яму, о доме сильного, когда сильный войдет в дом и там расхитит, и все сосуды его заберет, об овце, упавшей в яму в субботу, о хозяине в доме вора, и воре, о детях на улице, которые поют, а те не пляшут, плачут, а те не рыдают, о разделившемся царстве и доме, о малых птицах, такие вот короткие истории. Вот вместе с ними получается где-то больше 30 в общей сложности. Как притчи объяснять? Как их толковать? Вот некоторые притчи, они истолкованы самим Господом. Вот притча о сеятеле, его ученики спросили, он сам не объяснил. Поэтому 13 главу Евангелия от Матфея читаем, и вот он, выслушайте значение притчи о сеятеле. И тут и говорится, что семя – это слово. Тот, кто слышать не разумеет, у того похищается. Тот, кто на каменистых местах, это тот, кто не имеет в себе корня. Тот, кто в тернии, это значит забота века сего и обольщение богатства. А кто-то приносит плод на 30, на 100, на 60. Какие-то притчи понятны по контексту. Вот притча о мытаре фарисее, тут перед ней есть вступление, которое не читается в богослужебном порядке, но оно на самом деле есть. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. То есть эта притча направлена прежде всего на тех, кто уверен, что он праведный, и осуждает других, уничижает других. Сам Господь иногда дает комментарий в конце, как бы подытожит, рассказывает притчу, а потом такую емкую фразу дает. Вот притча о мытаре фарисее. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Потом эта фраза, кстати, в некоторых местах других Евангелий повторяется. Из Ветхого Завета некоторые образы становятся понятными. Вот притча о виноградарях, о злых виноградарях, которым хозяин поручил свой сад, а они сказали, что хозяина, наверное, нет, давайте теперь убьем наследника, и сад будет наш. Она была в Ветхом Завете, эта притча, поэтому можно и сопоставлять с Ветхим Заветом. Понятно, что святые отцы нам открывают, потому что они познали себя. Они познали себя, и они поняли, о каких вещах говорит эта притча. И они рассказывают нам подробно, обстоятельно, из своего опыта жизни аскетической.
Нам нужно знать историческую обстановку. Вот притча о мытаре и фарисее, чтобы понять, надо знать, кто такой мытарь и кто такой фарисей. Вот если мы не знали, а кто такие фарисеи? Тут ведь подробно не рассказывается в Евангелии, кто такие фарисеи. Это мы знаем из других книг. Мы знаем, что это была такая религиозная группировка строгих ревнителей закона, которые демонстрировали свою религиозность, набожность на показ, которые вот уничижали других. Тогда понятно, почему именно фарисеи используются как этот образ. Ну вот об этой притче хотелось бы сегодня сказать чуть более подробно, тем более сегодня неделя посвящена ей, идет подготовка уже к Великому посту, подготовительной недели. Прочитаем, наверное, полностью, да? Или все сегодня в храме слушали? Все сегодня заходили в храм помолиться, да? Как мытари и фарисеи. Евангелие от Луки, 18 глава. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и уничижали других, следующую притчу. 2 человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, — говорит Господь, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Итак, о чем здесь говорится в этой притче? Фарисей, человек праведный, надо его похвалить, он соблюдает закон, соблюдает все постановления, он соблюдает субботу, он соблюдает посты, он соблюдает постов больше, чем надо. По закону надо было соблюдать 1 день в неделю, он соблюдает 2. Он дает милостыню больше, чем надо. Надо давать 10-ю часть из некоторых видов доходов, он дает из всех видов доходов. Вот у него на грядке растет укропчик, петрушка, нашими словами говоря, мята, тмин, анис. Он даже из них 10-ю часть отделяет, несет Богу. Он, понятно, он не изменяет своей жене, не имеет любовницы. И он идет вперед. У него свое место в храме. У нас тоже часто бывает в храме свое место. Свое место в храме, свое место в церкви. Это мое место. Я ведь давно уже здесь, в храме. Я уже тут. У меня и благословение есть, я и там помогаю, и сям помогаю, и про батюшку много что знаю. Вот, поэтому это мое законное место. Вот, и Бог как бы мне уже должен. Я ведь уже не пью, и не курю, и блудом не занимаюсь, вот, и по 5 акафистов в день читаю. Значит, как бы Бог уже, я могу требовать от Бога. Я смотрю поэтому на небо с дерзновением. Такой образ мытаря. А если вдруг кто-то в храм зашел, в джинсах, с помадой, в шортах, или не знает, как перекреститься, или вот идет кождение, а он ходит поперек храма. Явно же этот человек не церковный. Вот. И вообще-то тут грешников не место в храме. Тут место вот для святых, для меня здесь место. Я тут все порядки знаю. Я знаю, в какой одежде в храм приходить. Я знаю, как вставать, как поворачиваться. Я здесь все знаю. Это все мое. Вот. Я Богу очень благодарен за то, что вот я не грешу, за то, что я не как другие люди. Вот другие люди пьянствуют по субботам, по вечерам, а я всегда в храме. Вот это вот настроение мытаря. Я искренне могу Бога благодарить за то, что я не такой, как другие люди, что вот Господь меня спас. И вот стоит мытарь. Вот пришел этот человек, взяточник, у которого много денег, который не соблюдает постов, который не молится. Он и в храм-то пришел. Где ты был? Мы ему мысленно говорим: а где ты был? Где ты был неделю назад? Где ты был 2 недели назад? Где ты был, когда вот были... Вот пасхальная неделя. Ага, ты пришел исповедоваться. Вот мы тут постились весь пост, а ты теперь пришел. Вот когда можно не поститься, ты пришел теперь исповедоваться, причащаться. Хитрец. Вот пришел такой мытарь. Вот он стоит. Но как он стоит? Он, во-первых, он не заходит в храм. Он не считает себя вправе заходить в храм, потому что ему здесь места нет. Он знает, что это чужое для него место. Он чувствует, что от Бога он отдален. Он
поднять глаза не может, он не дерзает поднять глаза на небо. Знаете, когда человеку стыдно, он опускает обычно голову вниз, он не смотрит в глаза. Да? А тем более даже на иконы он так вот взглянуть дерзновенно не может. Он знает, что он перед Богом никуда не годится. Он бьет себя в грудь. Вот что это за такой жест? Значит, какая-то боль здесь есть, значит, что-то вот тяготит его в душе. Значит, есть у него ощущение вот этой своей никуда негодности. Ну, естественно, он произносит слова, потому что жесты жестами, место местом, но слова, они точнее выражают состояние человека. Боже, будь милостив мне грешников. То есть фарисей, он сравнивает себя с другими. Он сравнивает себя с мытарем. Я не такой, как мытарь, значит, я хороший. Мытарь не сравнивает себя с другими. И, наверное, были люди хуже мытаря. Были разбойники ведь. Мытарь, он хоть и мытарь, но он не разбойник. И мытарь-то, в принципе, тоже мог бы сказать: Боже, благодарю тебя за то, что я не разбойник. Но он вообще про людей не думает. Он думает только про себя и про Бога. Я и Бог. И глядя на Бога, он понимает, что он не годится никуда. И он не вправе ничего требовать. Ни посты, ни молитвы, ни милостыни. Ничего тебя не спасает. По закону никакой человек не спасен. Поэтому апостол Павел потом мне говорит, что закон как бы всех людей заключил под проклятием, потому что никто не может исполнить закон полностью, весь до конца. И мы так просим о милости. Вот что такое милость, помиловать? Это то, что выше закона. Вот преступник совершил преступление, вина доказана, приговор вынесен, 8 лет строгого режима или высшая мера наказания, например, расстрел. И он пишет прошение о помиловании, даже не о пересмотре дела, а о помиловании. Все, дело уже пересматривать не будут. И тогда ему на прошение накладывают такую резолюцию, допустим, в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне вам срок отбывания сокращается на столько-то, или расстрел заменяется пожизненным заключением. Милость. Милость – то, что выше. Высший закон. И вот это чувство, что в жизни всегда надо выйти за рамки закона. Что если не будет вот этой милости, Божьей милости, то ни один ведь человек не устоит. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Никто не может спастись. От того, что если ты встал на табуретку, ты не стал ближе к солнцу. Потому что оно настолько от нас далеко, что табуретка, или даже если ты на крышу залезешь, ты все равно существенно к солнцу ближе не станешь. Помните, как про 1000 баллов, да? Как священник такой, послуживший всю жизнь, пришел к вратам рая, его спросили, чтобы сюда зайти, 1000 баллов надо. И он начал перечислять свои добрые дела, оказалось, что даже у него, который сыновей прекрасных вырастил, прослужил всю жизнь, даже у него там 10 или 15 баллов всего набралось. И когда он воскликнул: Господи, помилуй меня грешного, то это как раз были недостающие 985, которых не хватало. То есть мы можем сделать все, что мы можем, и быть совершенно праведными, а все остальное покрыть смирением. Вот об этом говорит эта притча. Ошибка фарисея, конечно, состоит не в том, что он соблюдает все. Надо соблюдать. А хочешь больше, можно соблюдать больше. Вот некоторые христианские течения отвергли посты. Как раз вот с такой мотивацией, что пост приводит к фарисейству, да, пост приводит к фарисейству. И поэтому накануне поста есть 2 недели, когда пост отменяется. Для того, чтобы показать, что не гордитесь постом, поститесь хорошо. Вы для себя поститесь, это лекарство тебе. Это вот как в больнице люди бы стали хвастаться тем, что а мне назначили таблетки, а мне операцию прописали, а мне клизму поставили. Ну не будешь же этим хвастаться. Чего тут хвастаться? Вот заболел, и лечись теперь. Пост – это лекарство, это никакая не заслуга перед Богом. То, что мы соблюдаем пост, нам за это никакой награды не надо. Это Бог нам дал такое лекарство, чтобы мы свои страсти плотские, чтобы мы их сдерживали. Чтобы дух возобладал над телом. Потому что мы все больны тем, что тело господствует над духом. Поэтому хвастаться тут совершенно нечем. И ждать, что нам за это еще что-то дадут, за соблюдение поста, тоже нельзя. Потому что за это этим человек не спасается сам по себе. Поэтому вот у нас неделя мытаря фарисея, неделя без поста. В среду, пятницу поста нет. Чтобы не гордились постом.
Ошибка фарисея состоит не в том, что он молится, и в том, что он дает милостыню, не то, что соблюдает посты, а в том, что он возносится. Делая это все, он возносится. Он осуждает другого человека. И это всегда показатель. Это самый главный наш грех. Это превозношение, это высокомерие. Это корень всех грехов. Если в Ветхом Завете Господь дал заповеди «не убей», «не укради», это были такие барьеры, это были такие рамки, ну просто чтобы людей хоть как-то в какое-то направление, хоть чем-то их ограничить, хоть как-то их усмирить, то Господь не говорил еще в Ветхом Завете про смирение, потому что людям сегодня-то про это слышать мало кто желает. Даже среди тех, кто ходит в храм, кто много молится, смирение – это такая добродетель, так сказать, малодоступная. Она доступна в какие-то отдельные моменты жизни. Вот чтобы жить в смирении, чтобы жить в кротости – это редкость, это большая редкость. Поэтому Господь в Новом Завете дал нам самое главное лекарство – это смирение. Он заповеди ветхозаветные повторил, да, не убей, не ходи, не прелюбодействуй. Но он же понимает, что это все плоды одного корня. Человек крадет, человек прелюбодействует, человек лжет, человек завидует, потому что он гордится. И вот эта самость, это мнение о себе, это я, этот эгоизм, можно дальше список продолжать, этих синонимов, это есть корень всех грехов. Поэтому символ православной христианской веры – это крест. Символ смирения. Безгрешный Господь распят на кресте, убит, беспомощный, беззащитный. И он смирил себя до смерти. И самая главная идея, ведущая к Богу, ведущая к любви, ведущая к исполнению всех остальных заповедей, это смирение. Это начать плакать. Боже, будем милостив мне грешным. И чем ты ближе к Богу, чем ты больше читаешь акафистов, и чем ты больше соблюдаешь постов, и чем ты больше читаешь Евангелие и святых отцов, и чем ты больше ходишь в храм, тем больше ты должен плакать. Если ты не плачешь больше, значит, ты на каком-то неправильном пути находишься. Если ты не плачешь, а радуешься, что ты не таков, как прочие прелюбодеи, значит это неверный путь. Значит, это путь фарисейства. И только когда ты с каждой новой исповедью видишь в себе все больше и больше бездну грехов. Да, ты прошлые грехи исповедовал. Ты сейчас, конечно, уже не воруешь, потому что никто и не дает такой возможности-то. Вот, может быть, и украл была бы возможность. Понятно, что уже и не гуляешь, потому что может, здоровье не позволяет. Но ты же это делал когда-то. Это же все твое, это же твой грех, это твоя история, твоя биография. Это сущность твоя, она вот в этом заключается. Вот. А вдобавок к этому ты еще и превозносишься. Ты еще осуждаешь других. И вот когда человек начнет плакать от бездны грехов, потому что невозможно спасти своими силами. Вот когда ты их увидишь, все грехи увидишь, ты поймешь, что ты их победить не можешь. Вот просто сам не можешь. Вот ты можешь захотеть, а избавиться не сможешь. От гордости, от самомнения. Знаете, еще вот такой пример приведу. Смирение – это не говорить о себе хуже, это говорить о себе меньше. Ведь человек даже способен сказать, я великий грешник, я нечистый человек, я плохой человек. Это может быть путь к смирению. А когда человек вообще не говорит о себе, просто он о себе не говорит. Он не выставляет себя. Даже своими грехами он не привлекает к себе внимания. Значит, он где-то уже близок к этому состоянию. Признак начинающегося здоровья души. Так говорят святые отцы, вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Признак начинающегося здоровья души – это видение своих грехов. Ты понимаешь, что ты должен любить. Вот блаженство твоего сердца – это любовь. А где она, любовь? Ты разговариваешь с человеком, ты что, к нему любовь испытываешь, когда ты с ним разговариваешь? Да ты думаешь о своих делах. Ты думаешь, что я сейчас ему отвечу, что я сейчас ему скажу. Ты встал на молитву, ты полчаса простоял на молитве перед Богом. Из этих 30 минут сколько ты с Богом на самом деле разговаривал? Вот действительно так, лицом к лицу, всем сердцем. Минуту, две, это, дай Бог, наберется. Бывает, конечно, благодатная молитва, когда, может, 15 минут, 20 минут, а может и вся молитва. Но этого ведь нет. А зачем тогда молиться это, если нет любви? И вот тогда приходишь в ужас,
а как же тогда? А как научиться жить в такой любви, чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, чтобы разговаривать с человеком, думать не о себе, а думать о нем? Как возлюбить Бога так, чтобы я, встав на молитву на полчаса, я полчаса не думал вообще ни о чем земном, вот совершенно ни о чем земном, чтобы я весь пребывал в Боге, вот весь, всем сердцем, чтобы даже помыслы не крутились, чтобы даже вот никакая суета в голове, чтобы я наслаждался общением с любимым Богом, что я ему что-то говорю, а он мне что-то отвечает. Вот отсюда должен рождаться такой плач, смиренный плач. Господи, буди милостив мне, грешнику. Разбойник на кресте говорил то же самое. Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое. Парализованные, слепые, хромые. Господи, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас. Не просто дай нам, помилуй нас. Эта идея помилования, идея того, что Господь нас милует, она и заложена, это стержень Нового Завета. Она и заложена вот в эту притчу. Заповеди блаженства, 1, 2, 3, да вообще все заповеди блаженства – это заповеди о смирении. Блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное. Когда человек почувствовал, что он действительно без Бога нищий, бедный, он на пути к спасению. Блаженны плачущие. Вот как дети, знаете, вот есть дети-сироты, брошенные, забытые, вот они плачут без родителей, им плохо, плохо без мамы с папой. Голодные, холодные, на улице где-то раздетые. Так, представим себя. Вот так же человек должен плакать по отношению к Богу. Вот нам без Бога плохо. Болезни, смерти, войны, предательства. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Человек становится кротким. Как я могу обидеть другого? Как я могу обижаться на что-то? Человеку говорят, ты грешник, ты плохой, а он мысленно должен ответить, я гораздо хуже, чем вы думаете. И даже если среди твоего окружения все тебя хвалят, все тебя поддерживают, все тебя говорят, что ты и в этом силен, и такой, и мама ты хорошая, и специалист ты распрекрасный. Но если есть хоть один человек, который тебя поносит, оскорбляет, унижает, который тебя упрекает в чем-то, практически всегда справедливо, ты должен этого человека ценить как своего главного спасителя, потому что только он на тебя смотрит трезвыми глазами. Все видят в тебе только вот эту наружную оболочку, может быть, маску даже чаще всего. А он знает твое нутро. Он знает, что ты действительно жадный, что ты действительно эгоистичный, что ты действительно гордец. Вот он знает. Поэтому он тот, кто говорит о тебе правду. Цени его, люби его, слушай его чаще, беги к этому человеку. Он на тебя смотрит глазами Бога. Он показывает тебе то, что ты есть на самом деле. Не убегай от него, наоборот, беги к нему. А от людей, которые тебя хвалят, беги. Потому что Господь говорит, когда вас люди будут хвалить, все, горе вам, горе вам. А когда вас будут поносить, гнать, злословить, радуйтесь, веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Сегодня разговариваю с женщиной. Знаете, она вот говорит и слушает одновременно. И мы впервые с ней сегодня разговаривали. Мы не были до этого знакомы. И мне с ней было разговаривать совершенно легко. Потому что человек, вот он находится вот на этом пути, на правильном пути, на пути к кротости, на пути к смирению. Говорит про ситуацию на работе и ни одного осуждающего слова в адрес начальства, подчиненных. Такой невысказанный плач о своем несовершенстве. Я не могу справиться. Вот мне доверено, от меня требуют, у меня пока не получается, пока меня терпит. Такой свежий пример перед глазами. Это очень красиво всегда. Это очень красиво. Это духовная красота. Когда ты видишь, тянешься к этому человеку. Вот хочется быть к нему ближе, хочется от него поучиться. С ним легко разговаривать. Ему легко что-то говорить, потому что он тебя слушает. Иногда начинаешь говорить человеку, не обязательно даже о духовных вещах. Ты начал говорить, он тебя тут же перебил. Завел о чем-то своем. А я думаю вот это. Нет желания слушать. А тут человек слушает. Вот.
Ну и все остальные заповеди блаженства, они продолжают вот эту лесенку. Блаженны милостью, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны чистые сердцем. Ну вот то, что мне хотелось рассказать сегодня о притчах Христовых и о притче матери Фарисеи. Можно вопрос? Да. Вот я немножко с вами поговорилась, что хотела сказать, в конце я не согласна. Послушайте, вот был случай у нас в доме, вот грязно там было в подъезде, и я знаю, кто это сделал, какая квартира. Я стучалась, достучалась. Вышел мальчик. Я говорю, вот, пожалуйста, посмотрите, что вы сделали. Не убрали за собой грязь. А если так можно делать? Я приду домой, я грязь не уберу, опять буду себе нанесу эту грязь. Я говорю, ну ладно, ты не муж, наверное, не устал. Я говорю, я сама подмету. Я взяла веник и совочек и подметаю. Он вышел, взял тоже свой веник, совок и подметает. Я говорю, какой ты молодец. А почему я не должна вот здесь похвалить? Вот я как раз его здесь и похвалил. Так он старался все убрать. Я говорю, теперь давай в лифте все уберем. Вот там же тоже грязь везде. Они же вот, ремонт делают в квартире, всю грязь несут вот, и в лифте, и в коридор. Я говорю, давай тоже подметем. Он подмел. Вы знаете, я была так рада. Вот я и похвалила. Почему я не должна его похвалить? Вот мне объясните этот случай. Вот у каждого ученика, если у него какой-то есть успех небольшой, обязательно. Обязательно, вот я говорю, как учитель. А все время гнобить его, вы знаете, это тоже ничего хорошего не приведет. Вот такой мнение, поэтому я не Я ведь не сказал, что нельзя хвалить эту книгу. Нет, ну вы сказали, что вот если будешь хвалить или льстить, то это плохо. А вот если гнобить что? Хорошо ради человека все время гнобить? Я сказал, что когда нас хвалят все время, это нехорошо. Когда нас хвалят. Надо опускать эти слова в уши. Надо их забывать. Надо отодвигаться от этих слов. Надо им не доверять. Мы должны людей поддерживать, вдохновлять, в меру, не захваливать. Вы ведь, как учитель, знаете, что есть такая опасность перехвалить. Вот ребенок растет маленький, его уже захвалили. Ты самый красивый, ты самый умный, ты самый способный, ты самый тот. Похвал больше, чем замечание. Да, и вот я еще вижу вас, вот тут мысль такой, вот муж говорит свою жену, ругает, что я его должен что ли хвалить за то, что он меня ругает, за то, что он меня вылил. Это надо индивидуально говорить. Но вот наша жена рассказывала, как она рассмеялась, она любила, она его хвалила. И она его победила духовно. Настал момент, когда он изменился, когда он задумался. Понимаете, когда мы пытаемся воздействовать на другого человека, мы всегда пытаемся воздействовать на него так или иначе давлением. Мы можем давить словами, мы можем давить обещаниями, мы можем давить угрозами, но мы всегда давим. Мы всегда хотим что-то из человека сделать. А действие всегда равно противодействию. Чем ты сильнее давишь на стол, тем сильнее стол давит на твою руку. Да? Поэтому Евангелие говорит нам, что единственный способ настоящего воздействия на человека – это воздействие по аналогии. Ты с человеком можешь делать все, что угодно, через самого себя. Потому что каждому человеку свойственно подражать. Ты злишься, он будет злиться. Ты смиряешься, он не сразу тоже будет смиряться. Потому что с преподобным будешь. Он стремится соответствовать. И огонь маслом не залить. Это сложная идея. Она более трудная в осуществлении, но я видел ее плоды. Это женщины, которые таких мужей укращают, усмиряют. И более того, и нахвалили. Потому что женщина Богом задумана как та, как он может быть. Вот в Библии так говорится, когда говорится, что создадим помощницу, как раз Бог и говорит о том, что женщина мужчине задает перспективу. Она показывает, кем он должен быть. Она показывает то, что она от него ждет. Кто он? Глава семьи, добытчик,
восприимчив, ответственный, лицо, принимающее решения, хороший отец, большой начальник. Если она так к нему относится, то он этому соответствует. Если же она в основном подчеркивает его недостатки, что в нем есть плохого? Он сердится, он злится, и он подсознательно, потому что Бог так устроен, он соответствует этому. От него ждут, что он такой популярный. Ну что ж, он не такой. Это, кстати, и к детям тоже относится. Детей надо понять. Простите, отец Максим, а вот притча о блудном сыне. И вот там же еще третья фигура, брат. А он на каком уровне духовном по отношению к вернувшемуся. Вот с ним ведь все хорошо. Да, те же самые отношения. Мне кажется, это аналогия, он как фарисей. То есть он исполнил все. Он не все исполнил, и вроде ничего не требовал. И поэтому он относится, вот старший брат относится к младшему, как фарисей относится к мудрым. Это твой, ведь фарисей, это, по сути дела, адвокат, ну, все люди братья. Да? Они два сына небесного отца. Вот фарисей, который впереди, который сказал, не так, который позади, который все помогал. И вот фарисей указывает на него, то есть он его уничижает. И также старший брат, точно так же относится к младшему. Он говорит отцу, что тот брат твой плохой. Он говорит Богу, он жалуется Богу на то, что, отцу, на то, что тот ведь, зачем ты ему даешь? Зачем ты его прощаешь? Зачем ты его понимаешь? Ведь он плохой, я-то хороший, но ты мне козленка не дал, а плохому дал тебе. Почему? А отец ему отвечает, почему? А потому что он смирился. Потому что ты всегда со мной, и все мое твое. А тот смирился, пришел. Вот за смирение ему дается больше. Поэтому смиренный человек к Богу ближе, вот это ближе к Богу. Вот это вот состояние сердца, оно от Бога больше получает. На кого, Господь, на кого возживет? Только доход, кто молчаливый, ты пишешь свой. Это работники 11 часа. Они час всего поработали и получили плату за целый день. А те работники, которые поработали целый день, они еще и упрек получили за свою завистливость. Вот Новый Завет, он переворачивает наши все представления о праведности, о заслугах. Он показывает, что вот корень всех проблем. Это гордость человеческая. И самая большая победа над собой, который совершил младший брат. Победил, смирился. Поэтому как младший брат и грешим всю жизнь. По-разному. И бывает, что мы чаще даже как старшие братья. Особенно в церкви. Когда мы в церковь приходим как младшие братья. А потом постепенно становятся не старше. И смотрим на младших. Вот приходят младшие, а мы на них смотрим. И говорим Богу, что ты пришел? Что это вот он пришел сюда? Я-то не знаю, кто он такой. Это же коммунист прошлый. А все так и говорят. Ну что они там стоят, наши правители, со свечкой в храме? Ведь это же бывшие коммунисты. Мы не верим, что человек может измениться. Мы не верим, что Савва может стать правым. Не верим. Бог верит, мы не верим. На священников смотрим. Мы же знаем, какой ты. Мы же знаем за тобой и это. Какой ты священник? Ты никуда ты не годный священник. А священник каждый раз на службе об этом и говорит. Когда принимает исповедь. Каждый раз во время таинства исповеди священник сообщает об этом другому человеку, что он никуда не годный. Он говорит, я недостойный иерей, властью не данной, прощаю дальше. Он не отказывается. Ни один священник не может назвать достойным. Каждый говорит. И когда он причащается священник, он тоже говорит, все прихожу друг бессмертного нашего, честное святое тело Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа преподается мне, недостойному священнику такому. Каждый раз причащаясь, он называется недостойным. И должен чувствовать себя недостойным. И как только он почувствует себя достойным, все, закончится его духовный рост. Спасение – это не статус. Спасение – это вектор. Ты можешь быть Иудой, ты можешь быть в числе учеников, но твое святолюбие, оно тебя любит.
Ты можешь быть разбойником на кресте, но твоя устремленность к Богу, она тебя спасает. Это вера. Куда ты идешь? Ты можешь быть мытарем, но если ты идешь к Богу, ты спасен. Ты можешь быть фарисеем, но если ты не идешь к Богу, а ты смотришь назад на других людей, значит, ты в гордости, значит, ты не спасен. Да, и все притчи, они вот с разных сторон об этом рассказывают. Батюшка, а есть же притча про паршивую овцу? Попрошу. Ну, парша, болезнь. Так. Расскажите. Ну вот, я ее точно не помню. Ну, где одна овца все стадо заразила. Есть такая притча? Я не слышал. Не слышал такой притчи? Возможно, я где-то в книжке, значит, прочитал. Возможно, наверное, не из Евангелия. Там одна овца потерялась, было такое, что 99 овец не потерялась, а одна потерялась. И Господь идет ее спасти. И когда найдет, то радуется о ней больше, чем о 99. Вот такой там. А суть ее, ну, смысл какой? Вот это, то, что я сейчас сказал. Которая потерялась. А та же самая суть. Господь о грешнике кающиеся радуется больше, чем о 99 не кающихся, а просто ходящих, отстаивающих, отчитывающих, исполняющих, не кающихся, не плачущих о своих грехах, говорящих, что мне каяться не в чем. Я уже 99. я уже свят. А тот, который вот пришел и кается и плачет, вот для него он до Бога дороже. Я пришел грешников спасти, а не праведников. Господь говорит. То есть пришел тех, кто хочет спасаться. А тех, кто не хочет, я не могу спасти, потому что они не хотят. Значит, про паршивую овцу я это в другом месте. Это пословица, если Наверное. Пословица, да. в народе говорят. Пословица. Одна паршивая овца, все согласна. Да, да. Пословица. Я думаю, это притча. Можно притчу, которые вообще Мы кратко напомним, что был домоправитель, который расточал имение. И когда хозяин узнал, то пригрозил ему увольнением, когда домоправитель пригласил к себе должников хозяина и в последний раз, так сказать, воспользовался своим служебным положением, чтобы потом было куда податься. Он говорит, сколько ты должен? 100 грамм масла? Возьми и напиши 50. Чтобы потом, когда меня уволят, вы хоть вы мне дали что-нибудь поесть. Так вот образно говоря. А что-то странно. Там хозяин дома похвалил меня. Речь идет о том, что он говорит, слышите, что говорит слуга, как там, дело-то неправда. То есть все, чем мы обладаем в жизни, вот материальное плане, здоровье, силы свои, трудовые, деньги, материальные блага, это все не наше. Оно нам дано. Мы сами ничего не создали. Даже то, что мы родились, мы же не сами захотели родиться. Нас родители родили. Мы не сами выросли. Та сила, которую Бог в нас вложил, через ДНК, или еще через что-то, она нас вырастила. Если посмотреть на детей, скрюченных от инвалидности, то понятно, что не каждому человеку дано это, да? А мы считаем это своим. Нам Бог дал. То, что яблоки растут каждый день, каждый год на деревьях, мы не можем это сделать. Вот дай человеку возможность создать хоть один живой организм, хоть одну живую клетку. Человек может это сделать. Он может от одной жизни рождать другую, от одной яблони произвращать другую, но создать ее просто он не может. Это все Божье. Вообще в мире все Божье. Человек не может создать ни одного химического элемента. Он может их трансформировать путем каких-то реакций. И тогда ты осознаешь, что в мире твоего ничего нет. И тебе сегодня дана, вот ты получил 50 тысяч зарплату, это не твоя зарплата. Потому что силы, здоровье, все это не твое. И ты, когда из этих 50 тысяч ты отдашь людям, нуждающимся, 10-20, ты вот этим неправильным богатством, которое тебе дано просто так, ни за что, ты себе приобретешь тех, кто тебя потом примет в вечный обитель. Вот эти люди бедные, может быть, лишенные как раз возможности трудиться, работать, ты с ними поделись. Они тебя потом, они тебя опередят. С них меньше спросят, они, может быть, будут. Ты покупаешь себе место в Царстве Небесном
из неправильного богатства. Понимаете? Тот домоправитель злоупотребил чужим богатством, чтобы потом себе местечко теплое приготовить. Господь говорит, смотрите, какой он умный. Посмотрите, люди, какие бывают хитрые. Сыны века сего умнее сынов, что-то в своем роде, сынов царства в своем роде. То есть люди, которые с деньгами работают, они хитрее, они умнее. Они знают, как с ними обращаться. А мы, бывает, не понимаем, что вот у тебя сегодня есть возможность потрать деньги не на увеселение, не на развлечение, потрать деньги на милосердие. И это твое место в Царстве Небесном. Ну, такое самое, не знаю, понятное объяснение? Или еще раз вам объяснить? Короче, милостью не давайте. Давайте милостью. Этим не спасайтесь. Там есть, кстати, есть другие объяснения. Один, есть такое объяснение, что хозяин изначально велел раздавать. А потом похвалил, когда домоправитель наконец-то спохватился и начал раздавать. То есть хозяин был таким благотворителем. А тот, мне не очень понятно объяснение. Поэтому, кстати, некоторые притчи имеют такой немножко анекдотический характер. То есть это как раз неожиданный конец. Вот в этом-то и есть скрытность. Что мы потом... Можно еще спросить? Вот притча, где Господь исцелил из 10 встреченных им, только я не помню, они слепые были или прокаженные, вот, он их излечил, а вернулся поблагодарить только один. А Господь вспомнил, что их было 10. Вот о благодарности. А нас вот он учит не ждать благодарности, когда вот добрые дела делаешь. Вот как? Мы не должны ждать. Это, во-первых, это не притча, это просто история. Это реальная история. Он действительно исцелил 10 человек, и 10 человек из 10 вернулся только один. Мы должны благодарить. Мы должны благодарить. Мы не должны ждать благодарности. Мы должны сами благодарить. Благодарить Бога за все, за исцеление, за помощь. Благодарить словами, благодарить делами, благодарить самой своей жизнью, благодарить, возвращаясь к Богу. Вот этот прокаженный, он ведь... Смысл не в том, что он пришел, поблагодарил и ушел. Он хотел быть со Христом. И наша благодарность Богу – это желание быть с Ним. Свечка – это не благодарность. Ну, это выражение этой благодарности, но это не самая благодарность, потому что Бог создал все, и воск в этом мире в том числе. Это и так его. Какие-то труды тоже не полной благодарности. Единственное место, которое мы можем ему отдать, вот, которое ему не принадлежит как бы, в полном смысле слова, это наше сердце. Потому что нашему сердцу он дал слово. Когда мы наше сердце ему отдаем, а оно действительно хочет быть с ним, вот это действительно благодарность. Это для него ценно. Потому что он насильно нас не заставляет. И вот этот прокаженный, он пришел. Вот этот образ пришел. Он приходит к Богу. Что воздам Господи во всех, я же воздадим им, читаем перед причастием. То есть, что я отдам Богу за все, что Он дал мне. Это восклицает пророк, он понимает, что мы ничего дать не можем. Все сожжения не благоволишь. Бог не хочет все сожжения. Если вот я все отдам, даже тело свое сожгу, это не благодарность. И как он отвечает на этот вопрос? Из последовательного святого причащения. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Я могу поблагодарить Бога только тем, что я приму от Него эту чашу спасения. То есть я от своего сердца принимаю от Него эту чашу спасения. Вот так вот. Как дети. Вот когда мы детям что-то даем, мы должны детям отдавать. Когда мы детям отдаем, мы же понимаем, что они нас ничем не поблагодарить не могут. Они могут потом дальше передать. Но их благодарность в том, что они принимают. Если они принимают, они этим выражают свое подчинение. Так же и Бог. Вот Он нам дает себя самого, свое тело, свою кровь, самого себя нам дает. Наша высшая благодарность в том, что мы это принимаем. А у меня еще один вопрос можно? Вот, возвращаясь к притче о богаче и Лазаре, как вы сказали, что это народ, вот иудейский народ, все понятно, да? Языческий. Они языческие. И языческий. Лазарь это языческий. Лазарь это языческий. Ну, сейчас наша Россия такая
национальное. Кого раньше крестили, кого позже, коми, русские, там, как бы мы вот как-то приближаемся Почему? к царству, приближаемся, да. Кто как, уже речь не идет о народе, что каждый в отдельности. Всегда каждый в отдельности. Есть какая-то общая тенденция, но она складывается все равно из того, что каждый захотел, решил. Есть лидеры, есть те, кто следует за общей тенденцией. Ну, мы не дерзаем выносить суждения о судьбах народов. Да Богу ведомо. Может, она как блудный сын. Может, она как блудный сын вернется, а мы будем как старший брат стоять и осуждать. На тот момент это было актуально. Был иудейский народ избранный, единственный боговедущий народ, единого Бога ведущий. И были все остальные народы Бога неведущие истинного. Поэтому была уместна вот эта аллегория богач, пиршествующий, и Лазарь, лежащий. Вот. Сейчас уже не так, сейчас все народы слышат Евангелие. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Кто-то до сих пор не принял, а кто-то уже успел и принять, и отвергнуть. Вот. Поэтому, наверное, вот в этом плане, в плане народов, не очень эта притча сейчас актуальна. Хотя, все равно, каждый человек, он повторяет себе что-то. Мы иногда пиршествуем, не делясь. Вот даже духовно, ну, и в материальном плане, в духовном плане. Вот иногда даже есть такое, что вот мне хорошо, я хожу в храм, мне хорошо, я молюсь, мне хорошо, я читаю, мне хорошо. Не трогайте меня, пожалуйста. Не трогайте меня, пожалуйста. Зовешь человека, просишь его помочь, поучаствовать, включиться, пойти куда-то. Я не хочу, мне хорошо. Не нарушайте мой покой. Я не хочу делиться. Вот я сам вот весь Богом, но ведь Бог нам дает вот этот дар любви, благодати, чтобы мы делились. И тогда эта любовь, она действенна, тогда она спасает. Ты должен через себя пропустить, вот у тебя есть, пойди. Что у нас сегодня мало людей в зонах, в детских домах, больных, одиноких. Сколько у нас просто людей даже вот по домам лежат, за которыми ухаживают, и которым вот это слово утешения, просто прийти и поговорить с человеком, поделиться с ним. Я думаю, у каждого найдется родственник, знакомый, которому надо просто прийти. И ему не надо там что-то очень сложное, что-то изящное. Вот просто своими словами рассказать. Ты знаешь, сегодня читалась вот такая притча. И он послушает. Он, может быть, откроет рот и будет 2 часа говорить. А ты просто сиди и слушай, потому что у человека душа открылась. Послужи ему своими ушами. Ты уйдешь уставший, очень уставший, а он уйдет. А ты, когда уйдешь, он будет счастливый, потому что кто-то его выслушал, и он смог рассказать о самом сокровенном. Вот мы для этого с Богом. И он, когда он приходит, когда он рождается в пещере, когда он идет вот к пьяницам, грабителям, он ведь там показывает образ, что мы должны идти не туда, где хорошо, мы должны идти туда, где плохо. Он говорит, когда у тебя пир, то есть когда у тебя много, не зови тех, кто тебе может вернуть. У нас много денег, мы же зовем родственников, нужных людей. Зови тех, кто тебе не сможет вернуть, потому что тогда тебя Бог сам вернет в Царстве Небесном. И также мы, получая, мы можем вот собраться таким тесным кружочком и так только друг с другом пообщаться, духовной благодатью, поделиться, как бы сберегая ее в таком междусобойчике. Это тоже хорошо, это тоже важно. Но мы ее должны нести. Нести туда, где нет веры. Нести туда, где нет Бога. Потянем. Захотим, потянем. Захочешь — получится. Ну что, будем заканчивать.